Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан сократит число рейсов из Ашхабада в Пекин. Назначен новый глава Туркменгаза. 28 мая в Туркменистане торжественно отметят праздник туркменского ковра и другие новости. Авиакомпания «Туркменистан» сократит количество рейсов по маршруту Ашхабад-Пекин. С 7 июля перевозчик будет летать в КНР 2 раза в неделю вместо 3 по пятницам и воскресеньям. Билеты появились в продаже на официальном сайте авиакомпании. Стоимость авиабилетов в одну сторону составляет около 9 тысяч манатов. Для уточнения дополнительной информации пассажиры могут обратиться в справочную службу по телефону 085. Кадровые перестановки в руководстве государственного концерна «Туркменгаз» произвел президент Сердар Бердымухамедов. В соответствии с указом главы государства новым государственным министром Туркменистана, председателем государственного концерна «Туркменгаз» назначен Максат Бабаев, занимавший до этого должность заместителя председателя «Туркменгаз». Прежний глава Батыр Аманов был освобожден от этой должности в связи с назначением новым вице-премьером Туркменистана по вопросам топливно-энергетического комплекса. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил президента Сердара Бердымухамедова на саммит «Центральная Азия-Китай», который состоится 18-19 мая. Он отметил, что в Китае придают большое значение дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений с Туркменистаном, в том числе в формате «Центральная Азия-Китай». И с нетерпением ожидает участия президента Туркменистана в этом мероприятии. Ожидается, что в саммите также примут участие лидеры Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил состав Государственной комиссии по организованному проведению в 2023 году жатвы зерновых. Соответствующее постановление в целях дальнейшего укрепления экономического потенциала страны и планомерного увеличения объемов производства пшеницы глава государства подписал в ходе заседания правительства в субботу. 28 мая в Туркменистане торжественно отметят праздник туркменского ковра. В этот день в рамках запланированных торжеств в Национальном музее туркменского ковра состоится чествование передовиков производства. Им будет присвоено почетное звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана». Помимо этого, в Ашхабаде намечено проведение Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра. Согласно указу президента Туркменистана, праздник туркменского ковра отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая. Пассажиры Emirates, вылетающие из Дубая с 15 мая, при регистрации на рейс будут получать мобильный посадочный вместо печатного. Эмиратская авиакомпания этим нововведением хочет сократить бумажные отходы, а также предложить своим клиентам удобный и быстрый процесс регистрации. Беларусь планирует нарастить поставки продовольственных товаров в Зимбабве и другие африканские государства. Первые договоренности о поставках продуктов питания в Зимбабве были достигнуты в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в это африканское государство в начале года. В шестом туре чемпионата Туркменистана по футболу состоялось 4 матча. Всего было забито 15 голов. Самые результативные встречи прошли в Ашхабаде и Мары. Аркадак обыграл Нибичи 5-0, Алтынасыр взял верх над Шагадамом 4-0. В Мары была зафиксирована результативная ничья между местным Мервом и столичным Копетдагом 2-2. Действующий чемпион турнира потерпел очередное поражение, уступив на этот раз Ашхабаду 2-0. По итогам турнира таблица не претерпела принципиальных изменений. Аркадак идет первым с 15 очками. Барселона на выезде обыграла Эспаньол в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-2 в пользу гостей. Лидирующая в турнирной таблице Барселона набрала 85 очков после 34 матчей и стала недосягаемой для ближайшего преследователя – мадридского Реала. Каталонцы досрочно завоевали титул за 4 тура до конца чемпионата Испании. Барса выиграла Ла Лигу в 27-й раз в истории. Иранец Реза Яздани назначен главным тренером сборной Туркменистана по вольной борьбе. Яздани со своими помощниками примет участие в подготовке туркменских борцов к предстоящим международным турнирам, в числе которых летние азиатские игры 2023 в Ханчжоу, а также квалификационные этапы к Олимпийским играм 2024 в Париже. Туркменский футболист, полузащитник Китчи Руслан Мингазов стал победителем Кубка Гонконга. В финале Кубка Китчи обыграл Гонконг Рейнджерс со счетом 7-1. Этот трофей стал для Мингазова третьим в сезоне. Ранее команда Китчи стала чемпионом страны и обладателем трофея Гонконг Senior Shield. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.